Энерга. Такой вопрос есть вообще. Даже не вопрос, а... Вы уже снимаете? Мы уже работаем, да. Ну я вообще, давай. Вы можете пить, это настоящая вода. Энера, смотрите, вы, наверное, помните, когда вы приезжали в Багиру давно, в 2000-е годы, 2005, 2004? Вот первое впечатление про вас у меня было такое. Вы принесли 2 таких огромных пакета с VHS-кассетами и попросили меня их оцифровать. И когда я просматривал эти кассеты, смотрел ваши выступления, у меня, честно говоря, был такой шок. То есть мне там 20 лет, я смотрю, что вы вытворяете, как реагирует публика, то есть какая вот отдача была. И я был просто поражен и удивлен. И с тех пор я эту эмоцию сохранил. Вот вы можете рассказать первый ваш вот такой вот большой выезд за границу, когда вот у вас была какая-то площадка, была какая-то вот история, то есть было какое-то движение. Вообще, как это было? Вообще, первый выезд у меня был в Финляндию. Вас позвали, как это было? 91 год. Ну, это такая довольно длинная история, как я туда попал. Но вкратце расскажу. Я там выступал в Таллинском джаз-фестивале в 90-м году. Ну, естественно, это был первый международный джазовый фестиваль, когда после вот Советского Союза, в общем, тогда он как бы тоже существовал, но и туда я как бы солист, как сольный музыкант был приглашен выступить. Ну, там, конечно, естественно, собралась Германия, Штаты, там, Скандинавия. Как вот люди поняли, что вы достойный человек выступит на джаз-фестивале? Потому что много же музыкантов вообще было. Как вот они поняли, что вот вас нужно позвать? Ну, я же не свалился там, как снег на голову. Наверное, знали меня тоже по тем альбомам Сато, в котором я участвовал. Группа Сато у нас была. Понимаете, такой вот. Эти альбомы тоже пользовались большой популярностью, и они были распространены, как по меньшей мере, вот, по всему Советскому Союзу в то время. Поэтому нас уже знали. Но как солиста меня не знали, в общем-то. Ну, хотя у меня там был один сольный номер, так. И, в общем-то, когда я тем людям, которые уже знали нас, они говорят: как ты приедешь? Я говорю, могу сольно приехать. Ты говорит, ты можешь сольно? Давай, это интересно. Я говорю, в той манере, которую вы тогда в пластинке слышали, они и видели это, в общем. Ну, давай, ну, я поехал туда, в Финляндию, с Симферополя, прямой рейс был на Таллин. Симферополь? Да. Симферополь? Да, я жил в Джанкойском районе, Заветлине. Вот. Патриотично. Заветлинина. И поехали в Финляндию. И поехали в Финляндию. Что-то вот так резкий контраст. Не Финляндию, в Эстонию я говорю. Таллин. Эстонию. Таллин. Ну, это, в принципе, если говорить, то она тоже как бы, у нее такой же язык, как и финский. Ну, с немножко разницей, как у нас турецкий. Близко, да? А что попросили, наверное, вас сыграть тогда? Или оставили право выбора за вами? Ну, они ничего не просили. У них там цензуры нету, как у нас там раньше. Ты должен спеть такую-то песню, про такую. Ну, просто, я обязательно патриотический. Просто понимаете, в чем вопрос? Я поддерживаю его, но вы представляете, джаз-фестиваль, да, то есть серьезные ребята все приехали. Они говорят, давайте вот позовем человека, которого в принципе мы не знаем. А вы выходите и начинаете Катюшу играть. Ну, это же неожиданно было для них. Когда программа же была, в любом случае. Ну, Катюша это слишком. Ну, я вообще говорю, я утрирую, понятное дело, что там какая-то другая могла история быть. Ну, они, на самом деле, кроме нескольких человек, которые меня, в общем-то, позвали, они это, в общем-то, и не знали, не готовы были. Ну, и когда у меня один номер был, я там выступал, но пришли только абсолютно, меня боялись на большую сцену. Ну да, как вы же неизвестный человек. Кто такой, чего там, это бывает такое, это нормально. Ну и там, где я выступал, там собрались, в принципе, одни журналисты. Ну и руководители, там, организаторы.
понятное дело, их, мол, человек 18-20. И я, в общем-то, выступил. После этого тот человек, который меня пригласил, он говорит, ты понимаешь, ты произвел такой фурор, они просят еще 3 выступления. Потому что никто этого не видел. Вау. Ну и что? Я говорю, давайте. Деньги будут заплатить и так за все концерты. Ну, конечно, для меня это была большая радость, потому что я в долгах, как в щелках, в долгах, Понятно. Как счастливо? Как в фольклор. щелках, там, или как там. Я, конечно, не по-русскому, Ну ладно. честно говоря. В общем, суть понятна. Честно. Суть понятна, и, в общем, мне было очень хорошо, и я там пару клубов сделали, и 3-й концерт сделали в Эстонской филармонии, в Таллинске. Но я уже там выступал как бы в заключительный день, но выступали и многие другие, как гала-концерт, что-то типа того. И там были представители Германии вот, и Финляндии. А мне пришел такой Мати Брауэр. Не Мати Брауэр. Мати Брауэр был из организаторов. А пришел Паули Хальман такой, из Куопио, это центр Финляндии. Мы с ним очень до сих пор дружим. И вот он говорит, давай, говорит, на следующий год надо в Финляндию приглашаем. 5 фестивалей. И все самые большие. Это было такое, оттуда началось. Из Германии приехали, тоже на 91 год. В Мюнстере, это возле голландской границы. Ну, конечно, страшновато было, потому что чужая страна с чужими этими. Мне, ребята, Эльвер, учись вилкой и ложкой кушать правильно. Это здесь в Завете Ленина, да, вам говорили? Нет, Ну, дома. это нет, это, ну да, в Финляндии. То понятно, дома они, зачем это говорить? Ты говоришь, обязательно, говорит, смотри, ложка, вилка, там же Запад, это же там, дай Бог, там могут. Ну, Так, вы расскажите, вот мне интересно, да, вот вы сидите, вы приехали только в Крым. Вот вы сидите вокруг вас Завет Ленина, да, условно говоря, то есть вот это вот окружение. Вот как, вам же, ну и не смс-ка же пришла, а приглашаем вас в Финляндию. Как это было? Это мы разговаривали, да, это было проблемно. Этот Завет Ленинский, наше село, находилось в 20 километрах от Джанкоя. А связь была только там. Джанкой. Междугородный телефон, вот мы по междугородному телефону и связывались. У меня тогда еще оставался этот телефон, еще с Ферганы, когда я был в Таллине, мы с Сатой ездили в Таллин, 87 или 86. То есть вы уже примерно представляли, Мы что туда это? ездили, и нас знал тот человек, который приглашал тогда, он знал, он был один из организаторов, Мати Брауэр. Он работал на радио. Ну и, в общем, вот таким образом он как бы меня знал, и поэтому и некоторые товарищи тоже там знали, из эстонских организаторов. Но они говорят, ну, конечно, мы слышали его, говорит, все, говорит, нормально. Ну, а связывались мы, конечно, так, по телефону, и иногда у меня адрес был, я им адрес дал, и они мне иногда присылали приглашение. То есть письмо приходило, да? Да, письмо приходило на почту, телеграммы, я так мог тоже сам отправлять телеграммы. Пригласите меня, да? Ну, нет, я этого не говорил. Я просто сказал, возьмите меня, не пригласите. Заберите меня, да? Сколько вам лет тогда было, Вера? Ну, я не знаю, 89, ну, где-то 35, может. Женаты уже были, Да, у меня дети. две дочки были маленькие. Машалла. Ну, и что там было? Кстати, со мной тоже с Джанкоя ехали тоже 4 болвар. То вы с собой, да, взяли? Не, они сами говорили, возьми, говорит, группа поддержки. Ну, они бизнесмены были, там что-то при деньгах, более-менее по тем временам. Им хотелось каких-то, знаешь, тоже зрелищ. Ну, тем более я поехал. Он говорит, давай. И мы полетели туда. Ну, в общем, там
приняли нас всех. В общем, они приняли нас всех, молодцы. Они... Ну, вы, наверное, представили, барабанщик, да, там. Да, они спрашивали, кто играет, а Эдем там был, Эдем, он такой вот, всегда такой комплекции. Ему говорят, ты, говорит, ну там спрашивали, я говорю, ты контрабасист, ты трубач, а ты барабанщик там. Ну, те двое выдержали, этому спрашивали там, а вы на чем играете? Я говорю, я контрабандист. Ну, прости, он правда сказал? Он, наверное, за Он магнитофон. так сказал, он как бы а откуда его выговорить, это трудно было. Он, наверное, за магнитолами и поехал туда, в принципе. Да. Ну, в общем, вот такая история была. А самая большая сцена, вот вы ходите и прям вот вау. Ну, самая большая сцена была в Америке, О. все, ну, вот это город назывался Москва. Мгм. По-английски, как Москва пишется, Да. у них Москва называется. Мгм. Ну, такой небольшой городишко, университет молодежный, вот там в основном университеты были. Мгм. И там проходили каждый год, ну, уже его 40 с лишним, уже 50, наверное, фестивалей прошло. То есть такой город-фестиваль, да, где фестивали Вот проводятся? джазовый именно, я не знаю. Ну, как Коктебель у нас, да, вот примерно? Да, да, но Коктебель там сколько он там Ну, вообще, я говорю. существует, а этот уже там махровый такой. Джаз-фестиваль, Лайнел Хэмптон джаз-фестиваль. А Лайнел Хэмптон это Камилов, что-то знакомое имя такое. черный он. А, все понял. Он вибрафонист, самый такой известный. Вибрафонист, Вибрафон. это барабанщик? Это Не, он не типа... барабанщик, он вибрафонист. Это вот такая вот штука? Нет, ну вибрафонист, вот такие, вот, знаешь, колотушками. Вот, вот, я это имею в виду, вот, Вау. такими шариками. Ну, он уже умер. Так, лет 15 назад умер, наверное. А может больше, может 20 лет. Не знаю точно. То есть конкурс назвали в честь него это после... не конкурс, это фестиваль. А, фестиваль. Ой, фестиваль Баушларс. Ну там выступали очень много. Ну, Это там была все- открытая площадка, да, была сцена? Не закрытые, все там. Все И сколько человек там было? Ну, 1005. Большая площадка. Большой. Я Денег, там наверное, 4 года подряд приезжал. денег, наверное, привезли оттуда, наверное. Сразу в Симферополе участок купили. Денег таких особых не было, но по сравнению с тем, что мы здесь заработали, конечно, была большая разница. Они платили мало. И в основном Больше имиджевая, да, история? У меня очень хорошо покупали диски. Я на дисках, в общем-то. То есть вы в самолет диски грузили? Класс. Но это диски такие, ну, больше, 50 не увезешь. Там положено, там 50 тебе везти. Ну, все продавал. Сейчас спрашивали, ну, Вот это реальная оценка такая, моментальная твоего труда. Приехал, сыграл, люди послушали, пошли приобрели. Да, даже если организаторы, как бы у них Отлично, какой-то бюджет поддержали есть. таким да. образом. Ну, это, условно, если со свадьбой такую аналогию проводить, в начале свадьбы музыканты сыграли, подошли, купили у них типа диск, но ничего на самом деле не купили. А тут... Не, на 100 рублей ждали. Ну, да, 100 рублей. Знаете, Мира, вот такой момент интересный был, когда вы попросили снять ксерокопию с паспорта вашего, ну, там, видать, вам для чего-то нужно было. Я листаю его, а там живого места нету. В печатях все было. Прям Это много где-то есть. 2005 год, наверное, был. То есть 15 лет назад. И я вот не мог понять, вот у вас что-то с сознанием, с головой что-то произошло, какой-то сдвиг понимания. Вот вы в Завете Ленина сидите, ну жили, да? Вы, наверное, потом уже переехали к тому времени в Нет, Симферополь. до Завета Ленина же, наверное, Узбекистан был, там, наверное, все было. но я при Узбекистане не ездил за границу. Я имею в виду, знаешь, что здесь жило? Вот когда там есть Австрия, там Америка, Германия, то есть уровень жизни. Сложности были, там с визами, это понятно. Не, я не про это, Энвера, не про это. Вот как живут крымские татары в Крыму, в основном многие же невыездные были, стройка, там что-то, куда-то. Вот это была перестройка, уже разрешалась. И, ну, по деньгам да. не могли уехать люди. Тут Не, вопрос, ну, вопрос ну, не в этом. Вопрос, я-то не ехал там. Вот, здрасте, я ваша тетя, знаешь. Они приглашают. Раз они приглашают, они оплачивают все. Это я понимаю. Сейчас не про это хочу сказать. Вы- Я хочу сказать, что вы, получается, видели другую жизнь. То есть вы же приезжаете, вас размещают, вам показывают какие-то музеи, какую-то достопримечательность. Какие музеи там? Или вы прямо вот на фестиваль, ну какая-то же...
Ты понимаешь, у музыкантов, он приехал на фестиваль, у него вот есть в запасе, вот он может приехать за день до фестиваля, а может в день фестиваля. А после фестиваля ты уже до свидания. Все, Там тебя уже не за держат, лишние ничего. деньги, там они все считают. Понимаешь? Ну, какие-то выводы вы с собой привозили вот домой, когда возвращались домой? Что-то вот у вас было в голове какая-то? То есть вы видели разных людей, там, не знаю, черных, красных, зеленых, с такими прическами, абсолютно нетипичные для нас люди. Вот что-то у вас в голове было какое-то, вот, ну, какой-то сдвиг, я не знаю, какой-то поменяли какое-то отношение к Не, жизни? ну понятно, конечно было, там это, ты в чужую страну еще там на иностранном языке, где на французском, где на немецком, где на итальянском, ты же не понимаешь, ты же не проходили здесь школу. Понятно, ну был человек, поначалу было сложности с языком, потому что там жестами общались, там что-то там, А язык музыки, он как-то есть такая история? То вы язык понимали музыки друг друга? он всегда был, это не вопрос. Но дело в том, что мне потом приходилось учить английский. Ну, естественно, я его учил. Выучили? Ну, выучил ровненько настолько, чтобы мне позволяло поездки. How much, да, вот такие моменты, Ну, то есть это- короткие фразы. Ну, научился там на разговорном уровне общаться. Ну, чуть-чуть писать научился. Ну, это такое дело. Но на самом деле, чтобы там что-то увидеть, специально тебе экскурсию делали, но это было довольно очень редко, и то благодаря, когда где-то встретишь своих знакомых, которые уже живут там. Просто переехали, да? Да, переехали, которые, ну, и вот бывало такой момент, что они, да, поехали, съездим туда, поехали сюда. А у вас не было мысли переехать из Крыма? Нет. Почему? Ну, во-первых, я только в Крым приехал. А потом туда поехать, это не очень так кажется, что там легко. Надо быть просто одиноким. Одинокому человеку всегда легко. Хочешь, он здесь живет, хочешь там, ему не за кого еще возиться. Цепляться не за кого, да? Нет, тоже цепляться. Ну, что, вот у него никого нет, ни папы, ни мамы, там сказать, где-то там, где. Ну, я не в этом смысле уже не папа. Просто он живет один где-то там, Нет, далеко там. Ты для Веры, кажется, пытался вывести вот вас на ответ, что вот после поездки вот Да. в сознании что-то Да. изменилось. Но мне кажется, у Энверга, он же не после выезда начал заниматься творчеством. Его пригласили туда именно потому, что у него реально уже что-то было с сознанием не такое, как у нас Ну, здесь. да, Согласен? наверное. И поэтому что-то он для себя не открыл. О, так вот что такое жизнь, вот для чего. просто, Скорее знаешь, его пригласили, чтобы послушать. и Я что-то- знаете, почему так думаю, дорогая? Я вот по себе сужу. Вот у меня, допустим, в паспорте много свободного места, понимаете? И мне кажется, что многим моим соотечественникам не хватает вот этого взгляда свежего со стороны на Крым. То есть вы, когда сидите в Германии, у вас про Крым мысли по-другому? Ну, я вам одну вещь скажу. Вот был я там в Швейцарии, был Да. где-то. Я восхищался, да, классно, все у них классно. Но ты понимаешь, когда они приезжают сюда, Еще в Россию, больше в восхищаются. да? Украину, они не меньше нашего восхищаются. У нас по-другому жизнь здесь. У них там забот тоже куча своих. Это мы Конечно. не видим. Ты Конечно. пока приехал в гости за Да, да. 2-3 дня, ты не ощущаешь их жизнь. Но они тоже все заряжены, они работают. Все в упряжке, да? Да, если они сюда в отпуск приехали, мы их увидели, что они там такие одеты, то вот это не говорит о том, что они там тоже так же ходят и все. Они также могут дома кушать один борщ, тоже, ну, к примеру. Да, я понимаю. Холодильник оставят, остатки достанут и скушают. И не выбросят там просто скушать, там и выкинул. Да. У них, ну, если гости придут, то другой вопрос. Но у нас то же самое. Ну вот смотрите, вот вы это понимаете, что у нас то же самое. То есть у нас жизнь, по сути, она похожа, да, везде. Люди везде одинаковые. Вот. Но мы Есть же этого не завистливые понимаем. тоже есть такие, есть вот такие, понимаешь? Вот мы же Ну, с Сиделилом это не много понимаем. причин для этого. Или ты понимаешь? Я понимаю, ты же уже в Венеции, конечно, где там, ты да, же выезжал я- уже, да, то есть да.
Ну, то есть люди, они везде. Есть люди, которые в огородах возятся. Есть люди, которые из той же Европы даже никуда не выезжали. Со своего Хотя есть огорода. возможность. Ну, у них нету возможности. У них скотина, им некого оставить. Кому вот оставишь, допустим, фермеру, там, допустим, который работает, следит там за коровами такими жирными. Ну, жирными, ну, упитанными, да, упитанными, чуть-чуть ну, политкорректно будем говорить, да. все-таки нас разные люди слушают. Качественными. За оглов тоже просьба там сильная. Ну, им тоже некогда оторваться, потому Да, что да. бизнес, они работают, у них там, естественно, тоже по их меркам тоже очень дорого, там какие-то вещи. Ну, какие-то вещи дешевые, у нас дорогие. А вот так и подходит бизнес, там берут дешевые, здесь толкают. Там берут дешевле, ну, Вы знаете, я вот к чему это, да, вот какая у меня мысль есть. Моя мысль на самом деле очень простая. Мне кажется, что если бы наши, крымские в том числе, понимали, что жизнь везде одинаковая, у них не было бы таких чемоданных настроений, что эй, надо валить, надо туда, надо сюда. То есть, ну, тебя же, там же получается все то же самое, только ты еще и чужой получается, еще и чужак. ну, понимаешь, все дело в том, что в Европе как-то все устаканено. Ну, во всяком случае, когда был, все тихо, спокойно. То есть понятно, размеренно, А да? у нас тут захват, ты не перехват, говори, у нас трактор. Там не было 90-х годов, как у нас здесь, понимаешь? Потому что люди боятся, конечно, это нормальное явление. Человек боится, и он хочет уехать где-то спокойно. Где спокойнее. Да. Ну, это естественное желание любого человека. НВРА, какая страна больше всего вам полюбилась? Город, место, может быть, скамейка Ну, какая-то? Мне в самом деле везде нравилось, но есть еще такое понятие, где ты привыкаешь находиться. То есть возвращаешься, приезжать. Да, да. Но в этом плане я могу сказать, вот мне очень нравится Швейцария. Мне тоже, наверное. Потому что я там часто был по гастролям. Она очень такая маленькая страна, но очень такая с большими такими, ну, сами понимаете, там банки. Съездите, увидите, да? Чуть-чуть, не подробнее. Все там деньги свои хранят, ну вы же понимаете. Банки там. Какая-то есть, да, ощущение того, что вот сейчас где-то Что вокруг кто-то- деньги, да, ощущение вокруг Ну, деньги. да, ну, деньги, да, но они там по своим деньги есть, ну и там есть и результаты этих денег, понимаешь? Там Да. есть И умение дороги, их там применить. тоннели, там все чисто всегда. Зимой там гололеда нету. Там всегда снегоуборочные машины ходят То есть постоянно. условия для людей созданы, да? Моются дороги, все. Где-то что-то, обвал такой, они моментально его чинят. Дороги сразу, один день видишь, там знак стоит, все, на следующий день его нет. Дорога уже построена. Чисто, аккуратно. То есть, в принципе, для человека комфортные условия, да, для жизни. Ну да. Ну, там тоже есть богатые, там есть и бедные. Но их мало, бедных. Да, они есть. разрыв, да, он небольшой. Будешь сидеть? Я что-то за музыку опять Поверишь, хотел это, спросить. не поверишь, да? Не, почему? Вполне себе. Как реагируют на музыку? Вот у вас как больше все-таки крымско-татарская основа, да, музыки же или разные? понимаешь, направления? Там в Европе. У меня музыка разнообразная. Ну, для них, конечно, очень интересно слушать такую азиатскую, нашу музыку. Этническое что-то, да? этническую, да? Они любят это делать. Вот. Ну, как и все, они нормально слушают. Но вот у них есть одна такая очень хорошая черта. Они приходят на концерт, когда слушают, они вот это не вытаскивают эти видео, снимают там без спроса, там вот так, вот, ну, там все сидят, слушают. Такого нахальства нету. Это что это? Это культура? Это, это культура, понимание? конечно, это культура, потому что когда человек начинает снимать, ну, ты, во-первых, должен попросить разрешения. Да? Как Тиджи без спроса сегодня пытался снять? О, заметь.
Не, я спросил, просто не хотел Не, отвлекать. он спросил. Да, Я да, сказал, да. ну, нет. Да, Ну, всё, я все не по-честному. Это я чисто Всё было хотел честно. поиграть на моменте просто. Да. А я? Ну, смотрите, вот музыка, да, вы говорите, что они этническую больше, ну, больше им нравится этническая. А вам вообще что нравилось всегда играть? Вы как-то придумали, как композитор были вообще? Что вот? Нет, ну почему? Я где-то свои композиции играл, где-то чужие, конечно. Ну, понимаешь, тут все дело в том, что все до нас уже давно придумано. Мгм. Нам придумывать уже как бы нечего. Не, ну кто-то же должен Просто- что-то придумать, или уже Просто все? есть к этому аранжировка называется. То есть вы берете что-то старое, проверенное? Ну, появился автомобиль, да, вот Да. его начали фаршировать, Мгм. делать лучше, там, но идея была не их, понимаешь. Мгм. Кто-то изобрел колесо, понимаешь. Мгм. И к этому колесу начали прирастать там рамы, еще колеса. Ну, мне кажется, вы скромничаете, Мира, потому что вот эта вот техника, которая у вас игра на грифе, она же тоже была какая-то, ну, новинка какая-то. Таппинг. Ну, Тэппинг, да? Таппинг или тэппинг, как in English. я его называю спайдер. Почему? От хвата? Как паук? Похоже. Паук, наверное, похоже. Ну, мы тоже английский тоже изучали, наверное, как бы Ну, тоже в понятно, теме, да? Ну, Спайдермен. И, ну, это была не новаторская история? Ну, для была новаторская, да. Вот, а вы говорите, что все уже придумано. Мы же ведем речь, разговаривали про музыку, а не про Не по технику. технику, да, да, да. Поэтому техника, можно быстро играть, можно летать там, Мгм. но там музыки не будет. То есть такое. Мгм. Как вот дворняга, который 25 лет на цепи сидел в выпуске, и она начинает бесцельно бегать туда-сюда, понимаешь? Ведь цели нет. Ну, цель Но она побега. техничная, она бегает. А те, которые привыкли уже, спокойно знают, куда. Вот. Знаешь, что Ну, бежать да. смысла нет, тщетность Ну, бытия да. во все моменты. Ну, это все приходит с опытом. Да. Иногда вот такой момент, я одну историю знаю от вас, по-моему, и я могу что-то напутать. Вы как-то рассказывали, что, по-моему, в Америке вы зашли в музыкальный магазин и начали играть на всех инструментах подряд. Это, Это- ну, это что-то- это делает каждый гитарист себя уважающий. Приходит и начинает играть. Ну, как? Ничего в этом нового нет. Но хозяин магазина же вам выбежал и что-то хотел подарить там. Ну, мне много чего дарили. Ну, они меня знали просто многие. А Ну, вы меня расскажите просто про эту знали. историю, как это было? Или это постоянно было у вас? Да, это... Ну, а что там делать мне? Тем более учесть, что в то время, когда я туда с удовольствием ходил в эти магазины, здесь таких магазинов не было, Да. поменее. Да. Тут и гитар-то не было таких. А туда приходишь, там такой выбор, тебя понимаешь, как тут не поиграть? Ну, только дурак не поиграет. Но речь же не только про гитары, и про думбелеки, и духовые, там разные Не, ну, инструменты. понятно, но я же не барабанщик и не трубач. Меня Дудист. интересовала гитара. Ну, струнный во всяком случае. Ну, так. Я, конечно, играл с удовольствием, а что мне не поиграть? На Не, халяву. ну, просто понимаете, вы как-то об этом говорите, как будто это, ну, как-то рядовая какая-то история. Мне кажется, вот у нас вот в этом Ну, проблема есть. для вас она может быть, конечно, не рядовая, но для меня это было, я же практически, если я приезжал в город какой-то там или в страну, у меня было какое-то всегда время походить вокруг своей гостиницы, чтобы не заблудиться. И, конечно, я спрашивал, где тут магазин рядом, и мне показывали там на карте, объясняли. Ну, я ходил, ориентировался, заходил в магазин. Правда, поначалу как-то было некомфортно, потому что языка не знаешь, и не Барьер можешь был? объяснить ему. Языковой барьер был. Да, да. И ну, просто можно, пожалуйста. Они вообще доброжелательные все. Никогда это самое, чтобы мне нельзя играть там. Ну, Нет, не трожь экспонат. ну, есть, конечно, исключения, там, если инструмент стоит там за десятку. Ну да. Ну, И тут вы ну, начинаете да, бегать да. по нему. Там же у тебя пуговицы могут поцарапать, там. Да, А там да. чуть-чуть поцарапался, на лук упал. Ему нужно
на $1000 там Да. попадать. Ну, тут уже Но чистая извиняйте, экономика, говорит, да, извините, чистая говорит, это экономика. нельзя. А вот эти, пожалуйста. Вот те уже, ну, уже как бы так. Ну, а они по-другому не могут. Они обязаны давать. Я говорю, ну, потому что вдруг мне понравится, а вдруг не понравится, так он ее не продаст. Ну, то есть нормальное отношение. Вот как мы на рынке ходим, Да. раз Фисташки попробуем, пробуем. потом продавец ничего не может сказать. Ну, конечно, берите, лишь Да. понравилось. Да. Это же нормально. Да, конечно. Ты же нормально сидел? Ну, я Значит, да. так, что ты пробовать нормально, что я сама пробовала там, ну, что это. Ну да. Я знаю, говорит, на повороте не пойду, говорит, на концерт. Почему? Говорит, он плохо поет. Как плохо? Мне, говорит, Петя напел. Да. Да. А, смотрите, Мира, вот получается, всегда интересовала такая мысль, ну вообще такая идея. Вот вы как бы музыкант, да, и за пределами Крыма вас хорошо знают. Ну, вы известный человек, да, то есть в профессиональных кругах вас знают. А вот расскажите о своих отношениях с крымско-татарской публикой, вот с нашим внутренним рынком. У вас есть какие-то с ним отношения, какие-то планы вообще? Вот что, как вот у вас ты понимаешь, складывается? что отношения с публикой? Ну вот смотрите, я понимаю это так. Вот, к примеру, Каждым идти знакомиться? не, как музыкант. Вот смотрите, у вас в Крыму были тоже в том числе и какие-то маленькие локальные концерты. Так. Объясните вот мне, я не понимаю, почему вот не было такого ажиотажа и спроса на вашу музыку в Крыму? Я тебе объясняю. Ну, во-первых, там присутствует это отсутствие рекламы, как следует. Присутствует отсутствие рекламы. Да. То есть вас нужно рекламировать. Нормально. Ну, естественно. Как и любого артиста надо рекламировать. Ну, во-вторых, я все-таки один. Я не такой интересный, как ансамбль. Понимаешь, где там. Вот просто простой пример. Вот в 92-м году, в 93-м мне ребята со Старого Крыма организовывали концерт. В их клубе. Так. Ну там сами ребята волонтерами там расходили по этим. В каждый двор, да? Звали, давайте Келлинас. Ну, в то время, сами понимаете. Да. Не было никакой информации, ничего. Ну, я говорю, давайте я приеду. Ну, конечно. И вот когда я приехал, там, ну, народ был полный. Почти полный. 92-й год. Да, 92-й, может, 93-й. А это не связано с тем, что все только приехали, все на волне вот этого Нет, ну, Барле? тогда все еще не приехали. Ну, Ну приезжали. да, были да. же уже. Да. А там, ну, я выступил там, все. А потом уже сидели после этого там с организаторами. Там. Мне рисули или кто-то из них, например, говорит, ты, говорит, интересный, говорит, у нас народ. Говорит, что такое? Говорит. Ну, сказали, пришел я, говорит, к одному, говорит, Келлинас концерт будет. Тогда, kim çalacak? Ben ver İsmail. Neden çalıyor? Gitara. Tek gitarı çalar mı? Ya davul dari olacak mı? Yok olmaz. Ya sen ne yapacaksın orada? Вот такой. Че, там делать дары давул нету? То есть люди на ансамбль пойдут. Но один для них не очень, знаешь, вот такая же ситуация примерно была тогда, когда вот на 92-м году, в этих 90-х началах, когда я стал ездить за границу, Да. мне присылали приглашение, письмо. И я работал в колхозе. Я работал музыкальным руководителем при клубе. Просто И колхоз. мне приходилось отпрашивать. Да. Вот бумагу председателю заходили. А там был один партор. Ну, один, он и был один. Да. И он как бы один из главных там, ну, после председателя. И когда я эту бумагу показывал, он говорит, ну, а что, говорит, Нам не сказали, да? почему говорит, вы один-то ездите, говорит?
В джазе должно быть 4 человека. Да. Бенд. Ух ты. Он имеет в виду бенд, да, группу? Ну да, это обычно же джаз, это там 4-5 человек, но ты один ездишь. Видишь, человек далекий получился от этого. Ну, пар тот же. Вот так же и у нас люди везде одинаковые. И есть грамотные, умные люди, приятно с ними общаться. А есть тоже такие, которые не о чем говорить, понимаешь? Тогда и закономерный вопрос, почему вот вашего бенда нету, вот вашей вот этой группы джазовой, где есть, у нас же есть сильные Ну, почему? музыканты. Я играл, и с трио у нас было. В Крыму. В Крыму мы тоже, мы не гастролировали. Ну здесь, расскажи, кто здесь гастролировал? Ну, у нас Можешь назвать? это проблема аудитории, маленького рынка. Вот какая проблема? Здесь гастролировали кто? Ансамбль Крым, ансамбль Хайтарма. Они на государственном бюджете были там. Ну, у них был план. У них были свои собственные менеджеры, которые организовали. Но они тоже, поверь мне, они же по колхозам ездят. И ездят. Ну, это больше какая-то отчетная история. Это же не говорит о том, что они ездят. Ну, бывает на фестивале, в Украину тогда ездили. Там, в Москву или куда-то еще. Ну, максимум в Москву, да? Да, ну, больше как бы таких больших, ну, в Турцию, может, да, вот туда ездили. Но это не было таким стабильной работой, гастроли стабильными. Ну, стабильные были только здесь, внутри, в Крыму. Ну, это больше какая-то отчетная, да, наверное, какая-то история. Ну То да, есть это государственный план бюджет, нужно это отработать. вот, совковая вот эта вот тема. Ты должен дать столько-то концертов, будет народ, не будет народ, это ты обязан. Ну это, а я как мог тут работать? У нас там 3-4 города, в которые можно было поехать. Ну и то там надо было говорить, это уже я как бы как частное лицо должен был договариваться. То есть вы, по сути, должны были решать вопросы менеджера, да? Ну, то есть конечно, я должен был нанять флайера менеджера, напечатать, должен нанимать фотошоп менеджера. изучить. Хотя были такие ребята, но это очень сложно, потому что надо и аренду, потом билеты надо делать недорогие. То есть можно сказать, что это экономически нецелесообразно получается? Ну, могу сказать, что да. То есть, я знаете Это почему? только большие фестивали какие-то, где... То есть площадки нету, да, у нас? Когда есть, ну, площадок есть площадки. Ну, большие, я имею в виду, такое массовое, что-то Ну, глобальное. ты понимаешь, одна площадка, где тебе поют мои скакуны, та-ра-та-да-да-та, да? На дне города. Или это ты из меня спидманула, ты из меня До сих пор поют. Ну да, но это совсем другой формат. Я там не укладываюсь. Ну, люди пришли выпить, потанцевать. Да. Все, я буду со своей там лирикой, понимаешь, им хочется плясать. Ну, это нормально. Это нормально. Своя публика. А куда мне больше ехать? А это связано с культурным вообще состоянием народа? Ну, ты же был на наших свадьбах. Я был. Был, да. Я Есть же тоже. разные, есть Мы же, были. ну да, мы все были, это просто травило. Сидел вчера был, да. Да. Вот вы довольны, вот как проходят эти свадьбы? Сиделил, ты довольный, как проходит свадьба? Да. Почему? Клиент. Можешь объяснить? Нет, есть, ну полностью нет, недоволен, конечно. Есть то, что я хотел бы поменять, конечно. Ну, это, наверное, что ты вопрос не ко мне. Что бы ты хотел понять? Вот к тебе вопрос. обывателя, с точки зрения. Ну, музыкальный уровень не всегда тот, что нужен, да. Вопросы только в заявке. В заявке только там бывают музыканты, а по сути, ну, не совсем интересно бывает слушать. Если мы о музыке говорим, или о чем? О свадьбе, о традиции. В целом, О традициях? свадьбе, да. Ну, я бы, наверное, Ну, я не знаю, это наверное, вообще знаете- там алкоголь, как можно говорить о каких-то традициях, если там алкоголь? О, это Ну. первое, да. Ну да. Потому что, во-вторых, само проведение свадьбы, оно не срежиссировано. Ну, сейчас уже как-то Но режиссура есть. сейчас в этом плане, да, сейчас получше стало. Да, сейчас режиссура уже какая-то есть, маломальская. Но оно все равно вот
больше появляется таких песен, которые я на фестивале, которые поют такие песни, не могу попасть, потому что мне там нечего делать. То есть вы говорите, что вот уровень Уровень ширпотреба спроса, для публики. спрос, да, на ширпотреб он высокий. Да, а вот народный фольклор, он сам по себе где-то теряется, вот, Слушайте, ну, вот как в небоскребах в этих, вот этого всего не нужно. а у вас, Ну, оно может и нужно, но не в этот момент, где, у вас нет ощущения, что вот этот фольклор, ну, он как-то немножко надоел людям? Вот он же не меняется никак, он же не трансформируется, не развивается. Почему? Дело-то не в том, что он не трансформируется, не А в чем? развивается. Дело в том, что есть такое понятие слова классика. Так. Вот узбеков, Азербайджанцы, турки, допустим, да, турки, близкие. азербайджанцы, армяне, они свой фольклор, как раньше играли прадеды там, 200 лет, 300 лет, они также одну ноту в ноту играют. Ну, у них много Ничего не нового. добавляют. У них много нового наверняка. Много нового. Так. Но, может быть, и у них тоже это такая же Да, проблема. 100% она у них есть. Но я тебе скажу, в то время, буквально вот, когда я там еще жил, они эту классику всегда ценили. И они служили песни. У них не было вот такой, маршалос, музыкантлар пришли. Лимончики, да? Вот даже сами музыканты, я сам по своему опыту знаю, это еще в те времена, 80-е годы. Вот мы хотим сыграть, спеть там фольклорную песню. Да. Адамларын saat 7'ye çağırdılar. Вот с чего начинается Да, Родина. да. И все приходят в 9, 8, но никто вовремя не приходит. Так-то получается. Так ведь? Marş çalamaz. Marş. Marş sana saat 7'de çalmak gerekirdi. Gegende. Bitti iş. Otur sofrana iç. Şöyle музыкантлар свой репертуар çalsınlar. А мы приходим, ну да, марш, ладно, марш. Но если ты человек соображающий, Мусафирге уже saat 7:30'a kadar уже мусафирлер должны собраться. Это же уважение, во-первых. Ну это же люди такие, люди не приходят же вовремя. Ну, давай с этого я и говорю. И когда проходит 2 часа, последний зритель, ну, то есть гость, заходят, олара да маршала. А что в это время происходит? Взяли, уже люди сидят, там многие пришли, как положено, утрало, хотят послушать музыку. Заказывают или просят, неважно, или мы сами. Начинаем петь свои народные песни. В это время, которые, маршал у нас, бозай вот так, ну это как можно сказать? Ты играешь, и тебе по рукам бьют. Какой можно вывод из этого сделать, наверное? Вот Это культура, это першанлык, или как его называется, вот не культура, а без отсутствия культуры. Тербиесас лет. Вот такое вот пренебрежительное отношение к музыке. Что-то от этого изменится. Чувак, пусть заходит, поздравит, тихо, если он вовремя не пришел. Да. Понимаешь? Ну, я думаю, что вот тем, кто сильно это же- опоздал, им навряд ли марш включают. Я вот такого не помню. Они но обычно очень сейчас- стесняются и огородами. подожди, стоп, так. Ну, и такие есть, и такие. Но есть, которые хотят выпятить свою грудь и сказать, мнаг мен келдім. Председатель колхоза для него включает марш. Не обязательно председатель. Если среди других слоев тоже То есть, НРГ, получается, проблема в чем? Проблема в общем культурном состоянии людей. Воспитании людей. Просто вот, когда человек играет мелодию, его слушают 100 человек, которые пришли на свадьбу. Да, Азбар, да, Бадым, есть трагичные песни. Да. И тут заходит тот опоздавший, Тяжелый гость.
Ну, не обязательно тяжелый, ну, может, он и не хочет этого делать, он хочет тихо зайти. Ну, какое-то здесь уважение свое проявляет, уважение к одному человеку, и в это же время он бьет по рукам другого человека, проявляет неуважение другому человеку. То есть он говорит, боза авасын, на самом, может быть, таком трагичном месте. Чаос, марш баллары. Падам, 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 падам. Что, адамлар эшмеді бұл марш. Что от этого могло измениться, если он зашел, поздравил, все. Так, а что делать тогда, Энерго? В таком случае, вот что Надо делать? объяснять людям. Это Тем, нужно кто объяснять свадьбы ведущим свадьбам? Или кому нужно Ведущие объяснять? должны, вот, кстати, вы ведете, вы постановщик, вы режиссер этой свадьбы. И вы обязаны сказать, Оля, вот такое желательно делать вот так, потому что черкиновый. Вот так вот, то, что я вам объяснял, вот, скажу, вот так вот некрасиво делать. Бить по рукам музыку. Марш Кельден сказали прийти, ну, полчаса, ладно. Ну, если даже ты опоздал, то те, которые встречают, должны понимать, уже хватит марш. Кеген адам вақтында оңат марш çalındı. Не будешь же ты до часу ночи, те, кто придет, марш çalındı. Ну, вы знаете, я вот в защиту ведущих хочу сказать, что Ну, много я раз... понимаю еще один такой перебью момент. Есть еще момент, когда перекур, музыки нету, все сидят, и в это время заходит человек. Пусть я опоздал надолго. Ну, в это время можно уместно сыграть. Ну, это он, получается, если так к общему получается. танцу пришел. Но если ты играешь песню, нельзя ее прерывать. На этом и Бозалы. Вот то же самое с Агровой Хайтармой проходит. Ни одна вещь до конца не доигрывается. А это уже обговаривается с ведущими. То есть есть договор с музыкантами, есть. То есть одни говорят, мы хотим, чтобы вы полностью играли, а другие говорят, нет, надо вот по чуть-чуть, чтобы быстро все легко, быстро проходило. И это есть такие договорники, есть или нет? Да, дело-то не в этом. А в чем? Дело не в том, что там быстро или медленно. Просто тут две большие такие есть недостатки кямчилик. Во-первых, танцор не может танцевать нормально танец. Постоянно ему сбивают дыхание. Он не может научиться танцевать. Не может научиться танцевать, потому что ему не дают. Ну, он же на свадьбе не должен учиться танцевать. Он уже готовый танцор должен прийти на свадьбу. Нет, я имеется в виду Агрова. Ну, вытащили тебя, вот, брата, ты можешь, умеешь, не умеешь, ты вытащили. Да. Ну, ты хоть потанцуй, как ты можешь, но не надо вот это вот. Адам, давай 7:40. Он да Хайтарма. Каждые 5 ты все музыканты тоже мучаются. Ну, не то, что привыкли уже. И вот этот кабардак вот здесь. Клянусь, я даже на свадьбы не хочу ходить. Просто из-за того, что вот такая вот. Почему я говорю? Потому что я играл еврейские свадьбы бухарские. Вот у них все красиво. И все потанцевали. Все довольные. Почему? Я сейчас объясню. Вот, приходим мы на свадьбу. Сели, расположились там, настроились, поели. И тут гости собираются. А в это время уже мы поем, там, ну, ведущий там, Жора. Он исполняет песни, макамы узбекские в том числе, там, азербайджанские, там, армянские, какие хочешь. Вот. И он поет тихо, не спеша, люди собираются, да, марш-марш йохан даже. Сели за стол, ведущий подготовленный приходит, приглашают с Ташкента, Муферганижец с Ташкента приглашают ведущего с самолетом, прилетает. Ну, это, может, богатые просто были свадьбы бухарские, вы говорите? Ну, я там карман не заглядывал, это мне не по мне. Ну, были богатые свадьбы, были более-менее умеренные, но вопрос не в этом. Я про свадьбу говорю, как она проходит. Вот выходит, уже когда все расселись, ведущий выходит, объявляет жених, поздравляет, там, говорит, там, кто стихами, кто как. А потом говорит, а теперь слово предоставляется там родителям жениха и невесты. Они выходят, каждый свое поздравление сказал, а теперь, говорит,
наши, говорит, уважаемые родители, говорит, украсят свой тост танцем. А теперь эти родители, которые говорят, а сыграйте нам вот этот баригель. Окей, баригель, да. И вот этот баригель, они начинают танцевать. Кто выходит, а кто, да, они мимо стола идут, пляшут вот так. А кто со стола идут, парас двери, лепят. И вот так круг сделали, песня закончилась, 3 минуты она шла, там 5 минут. Тамам, все готово. Следующий, теперь поздравляют со стороны невесты. Выходит, тоже говорит слово там. А теперь украсят свой танец. Ну, и можем играть любой танец, там шестерки в основном. А они танцуют. Ну, популярно, не прерывает ничего, поет, исполняет все вот и до. Может быть, затянуться, вторую песню переключиться, но в том же ритме, ничего не сбивая, ничего. И ушел. И они могут подбежать, вот это сыграйте, говорят, сами танцоры. Сыграйте нам эту. И по ходу мы не меняем, вот все в ритме, ну только песню-то. А они вот, может 5 минут, 10 минут потанцевать. То есть для... Прошлись также, тот, кто считал нужным, вытащил, заплатил. Кино тогда. И ты, получается, за вечер там танцуют сколько пар. Это музыкантам деньги остаются. Ну, конечно. Поэтому у вас и глаза загорелись. Не, ну ты все да, я на шучу. деньги переводишь. Не надо переводить на деньги. Не в деньгах счастье, в их количестве. Да. Смотрите, вот вы говорите, да, но это же просто адет, ну, их такой, у них такой адет. Так и у нас тоже был раньше такой адет. Вот именно такой. Ну, примерно такой, чтобы танцевали хайтарму, так и до конца танцевали. Но у нас же такое есть сейчас, это просто, по-моему, договор. Вот когда вот хозяева свадьбы просто говорят музыкантам, вы полностью играете музыку. И вот кто выходит лепить, они полностью играют музыку. Ну, может, такие, конечно, есть. Есть, но я видел сам. Ну, это другое дело. Я сам. Значит, идет делать лучше. Ну, это просто как бы, понимаете, уже а вот зависит... эти очереди, которые стоят, Да. я не понимаю. У них все выходят, даже выходит там сразу 5-10 человек. Залепили. Ну, это, скажем а так, это каждый один с рублем, как с флагом. Говорит, шатур. Люди как за хлебом голодный год стоят вот так. Ни музыки, громко. А нам кеген мусафирлер даже лафет не уламай. Не могут друг друга. Ну, вот в очереди разговаривают. Нет, я говорю, за столом просто. Ну как, не көрдім біздің сойлар, не көрдім, не үшін лaf еттіңіз, бірәгі көздеріміз бақ, бір-бірлерімізге рақ жедік. Все нормально, все нормально. У нас одна проблема есть, отсутствие стыда у людей за то, что они не знают нашу свою музыку, приходя на свадьбу. Вот нет стыда. Она или он выходит танцевать, просит сыграть музыку без зазрения совести, там, 2 кольца, или, я не знаю, там, шоколад. Ну, это было и в Узбекистане. Такое было раньше. И она думает, что она как бы чего-то полезного. Но не так, делает. ну, понимаешь, ну, тогда как-то, ну, это был общий танец. Не, заказывали тоже во время агрова хайтарма. Вот это, тогда мне это не нравилось. Это было, это не сейчас пришло, это и тогда было. Но в Крыму этого не было, да, пока вот, когда при Крыме. В Крыме, вы видите, до 44 не такого было. не было. А как было? Все на татарском было. Не, ну понятно, тут татары вокруг. Хайтарма танцевал, до конца танцевали, лепили. Очередь, он мог перебить, допустим, ну я не знаю, с бахчисарайской хайтармы на Евпаторийскую хайтарму перебить. Ну, да. В то время, мне, честно говоря, сложно сказать. Я со слов людей говорю, кого я слышал. Но они же тоже на всех свадьбах не были. Может быть, где-то по-другому. Ну, вот тоже многие хвалились, там, ну, говорили, раньше там музыканты барабан на голову одевали, пока не оденут, не уходили со свадьбы. Вот и такое было. А, было такое? Ну, конечно, было. А одевали, ну, надевали за дело или так? По пьянке. Ну, как за дело. у нас, Энерга, у нас у крымских татар есть же обычай такой, да, вот кофе пить, варить,
крутить дигермен. Вы вообще как к этому обычаям относитесь? Вы вот дома практикуете? Ну, я вообще кофеман. Вы кофеман. А вы знаете, вот такое наблюдение есть, что из нового поколения мало кто пьет кофе. Вот я наблюдаю за это. С чем связано, как вы считаете? Сиджилу, давай дигермен, пока вот Энерга будет крутить. Но это связано с тем, что они как мне кажется, ну, я вам скажу так, я в их молодости, тоже в таком возрасте, тоже особо кофе не любил. Но любил, когда бабушка делала. Вот. Но потом уже к 30, ну, к 25 годам. То есть вопрос возраста, да? Ну, не знаю, но вопрос не возраста, вопрос обстоятельств, можно сказать. Иногда, вот, знаешь, вот я до армии вообще не ел мясо. Вообще не ел. Бабушка или мама там готовила чебурек, я чхары, ел только тесто. Ну, то же самое делали мои дети. И внучки тоже так же. Вот сейчас. Тоже некоторые, они это не видели? Не все, но кто-то из них делает так, не хочет мяса. А вот сам чебурек. Но придет время, и я вот после армии приехал, я уже стал мясо. Вернее, я в армии начал есть. Ну там не выживешь. А вот смотрите, вот мы про кофе раз уж начали говорить, это получается, может быть, не столько вкус кофе, как какая-то традиция, вот какое-то таинство, вот это вот. Традиция это была у нас еще, да, это традиция вообще на самом деле. Потому что, сами знаете, куда не придешь в гости или к тебе придут, в первую очередь ты вытаскиваешь кофе. Да. Аперитив, так сказать. Да. И это очень хороший обычай, потому что, ну это, во-первых, сразу же еду не вытащишь. Почему? Можно сразу? Ну, можно, но тут же надо спросить у друг друга, как ты себя чувствуешь. Тебе посмотреть на руки, с чем пришел, да? Не занимай, пожалуйста. Самого нету, типа, ну, я так шучу. Ну, конечно. Поэтому тут сказать кофе, это, ну, говорят, что вредно, туда-сюда. Ну, я не знаю, кому-то, может, вредно, кому-то нет, но мне нормально. Я от кофе бессонницы не страдаю. Ну, аналогично. То есть я то есть кофе могу перед сном выпить хоть сколько. С удовольствием. А вот чай могу заснуть. Он реально может помешать. И, по-моему, все волна. Да. А там вот. Сейчас Сиджилу за кадром докрутит. Вы как варите? По классике? Я по-разному. Когда время нету, когда хочется быстро готовить, я его быстро готовлю. Ну, это называется базар хавеса. Или как еще есть такой вариант? Вот есть такой вариант простого. Чабук хавеса. Как-то вот еще называют его. Такой тембель. Ну, тоже вариант. Но мне больше, чуть больше положи, Шейджик. Еще. Да, еще одну там ты. Да. Мне больше нравится базар хавеса, когда были вот эти вот кофейни, был такой большой чайник, и прямо вот с этого чайника наливали кофе, вот назывался базар хавеса. Не мешай. Все вот так вот. Основная по старой традиции один глаз туда. Вот в Узбекистане, по-моему, узбеки, они вообще как кофе так и не приняли. Ну, вы знаете, вот у нас как бы у мамы есть связь с узбекистанскими, да, там у нас еще какие-то родственники остались. Они сейчас вот как-то пьют кофе уже. То есть вот произошло такое вот, у нас чай начали пить, да, мы же тоже чая особо нет, а они как-то кофе тоже начали пить. То есть какое-то вот такое взаимопроникновение все равно произошло. Понимаешь, вот я был в Узбекистане вот уже в 90-х в конце, потом в начале 2000-х, пару раз был, да, когда я заказывал кофе, они мне приносили всегда растворимый кофе. О, это вообще гадость. А я говорю, я так попробую, я сперва думал, это натурально. Говорю, у вас натуральный кофе-то есть?
Нет у нас вот растворимых. Это ужасно. Я говорю, опа, ты говоришь, тогда не надо. Ну, в некоторых ресторанах было заварное, где мы ужинали. Ну, я думаю, что там тоже это все равно популяризация. Популяризация, да. Но все-таки мне кажется, что как бы это влияет и интернет. То есть кто пьет кофе красиво, вот это все наливает, все в песке варит. Там и Турция какое-то влияние свое тоже делает. Может быть, да, И- потому что они в Турцию тоже стали много ездить, а там, Да, а там кофе страна тоже. Да. А вы как вот считаете, вот если ну, не хочется на наш народ как бы свысока смотреть, да, ну и говорить, что кто-то есть такие, ну есть разные люди, да. Вот если говоря про музыку сейчас, сегодня, как вы считаете, что вообще надо для того, чтобы наш народ становился более какой-то разборчивый в музыке, чтобы он становился более вдумчивый в музыке, то есть слушал более сложную музыку? Вот что для этого надо? Вообще есть какие-то движения в эту сторону? Или у нас как бы только вот на таком интуитивно-природном уровне должно восприятие музыки быть? Нет, это должна быть среда, в которой ты живешь. Мне так кажется. Потому что, Что это значит? Как вы... ну, приехал в город Храмых, будь сам хромым. То есть, получается, общество, среда, она формирует человека, Да. получается. Ну, то есть, ты приедешь в Вену, будешь жить там в Вене, ты будешь слушать классическую музыку, По-любому. по-любому. Ты привыкнешь к ней. А может, не привыкнешь. Там тоже есть люди, которые любят разную музыку, и классику они так не будут слушать. Но это редкость. В Узбекистан приедет там, допустим, или в Турцию. Турция настолько богата, они настолько... И также Узбекистан, кстати, Туркменистан, они богаты очень фольклорной музыкой. Ну, у нас же тоже было богатство. И Просто у нас тоже как бы богато. события Она- были. она у нас есть, но не так развивается. По определенным причинам. Ну вот смотрите, если говорить на таком простом бытовом уровне, да, нужно создавать какую-то культуру музыкальную в том числе. Вот простой пример. Вот у меня, допустим, дочка ходит на музыку, да, занимается на фортепиано. Я как отец, я думаю, к чему это должно и может привести. А зависит от педагога. Хорошо, вот есть педагог. Педагог, допустим, очень хороший. По какой области? Фортепиано. Нет, понятно, фортепиано. Она классику преподает. Так, вот тут я сейчас сыпаться начну, потому что у меня другое образование. Не, ну классическая музыка это вот Бах, Бетховен. Да, конечно, все это Она есть, это, все, да, все есть. Но это не имеет отношения к нашему фольклору. Так, то есть это уже что-то другое получается. Это западный фольклор. А мы не можем на фоне этого западного фольклорного фундамента построить что-то свое, восстановить что-то свое? А зачем это построить на фоне, когда у нас свое было? То есть у нас музыкальная школа должна быть Независимо. изначально с нашими вот этими всеми историями. Нет, это не должна быть. Классика, она никогда не помешает. Потому что классика, она всегда по-своему хороша. Любая музыка хорошая. Есть исполнители, которые портят. Ну, это Музыка. понятно. Я просто сейчас не могу понять. Вот чтобы нам должна быть музыкальная школа, и что там должны преподавать, чтобы это был наш фольклор? Вот что там должно быть? Заинтересованность государства. То есть это все-таки уже государственный уровень. В любом случае, да? Или- Это получается как... Ну, частное, это может кто-то там вкладывать деньги, там, но он не будет вкладывать деньги, понимаешь? Поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но есть все условия для того, чтобы заниматься. Не отвлекаться на всякую такую ненужную шелуху, понимаешь? Я не имею в виду классику там, или другую. Но если у тебя есть своя музыка, занимайся ей. Классикой-то все занимались, мы все прошли классику.
То есть получается... фольклор тебе в Европе не преподадут, понимаешь? Нигде не преподадут. Фольклор это ты должен с кровью, с молоком матери впитывать. Это такая самая, между прочим, долгожительница, это фольклорная музыка. Народная музыка. Она, там, если говорят классика, она тоже классика. Но другая классика. Там что этот? Идет, все хорошо вижу. Процесс смотрю, идет? Да. Да, явный не тембель клавес. Ну, стараемся уже. Вы просто про музыку говорите, я думаю, тоже... Сейчас. Давай сейчас не надо, сейчас нет у нас, мы не подготовлены. Подожди, а вдруг шанс 50 на 50? Вы как, с молоком, без молока? Да, ну так его мало, лучше без молока. Отлично. Чашки сразу расставь. Ты сам справишься, да, себе? Да, наверное. Пенку ты знаешь, да? Да. Все. По ложечке, Смотрите и завидуйте. Ну, смотрите, мы, получается, хотя бы с кофе начнем, хотя бы правильно кофе начнем пить. Это же шаг, да, вот этого движения. Получается, у нас проблема с музыкой похожа с проблемой с языком, да? Да, То есть, да, если да. у нас на государственном уровне нету поддержки языка, значит, люди должны частным образом это сами делать. Правильно? Ну, заинтересованы Я же быть. говорю, опять же говорю про среду. То есть, если мы... Вот сколько я себя помню, мы всегда жили в такой русскоязычной среде. Понимаешь, это если бы жили там чисто вот в своей среде, там, потому что, ну, так получилось, что когда у тебя рядом соседи там или учишься ты с кем-то, где-то там ты играешь в футбол, там играешь с кем-то, Да. они не татары. Как ты с ними уж на татарском разговариваешь? То есть, получается... А основной предмет в школах был русский. И все на русском учились. Это, с одной стороны, очень хорошо, потому что мы, слава Богу, понимаем друг друга все, несмотря на национальность. Потому что в Америке тоже живут многонациональные, там, не меньше, чем здесь национальные. Да. Но все разговаривают на английском. Ну, большинство. Ну, там тоже есть нюансы, скажем так. Но здесь тоже есть нюансы. Не все тоже по-русски понимают. Да. Энерго Буйрнес, вот этот Сиджелил специально для вас с пенкой сварил кофе. Бариста наш. Сафи Дерлс. Буйрнес. Диджей Шерифлер. То есть, как бы закрывая эту тему, да, вот с музыкой, с языком, получается, что если мы хотим, чтобы наши традиции как-то возрождались, то нам нужно создавать среду. И вот эта семья, получается, самая минимальная среда, в которой это может быть аккумулировано. Да? Вот если мы говорим про язык, про музыку, если, допустим, семья музыкальная, то ребенок это впитывает, он как-то это продолжает. Так же получается? Но не всегда в музыкальной семье может быть продолжение династии. Согласен, но вероятность же выше. Да. То есть вот у меня, допустим, жена, она закончила по скрипке, и у нее было понимание, что ребенка надо дать на музыку. Я как топор дровосек, то есть я это не знал, я говорю, ну давай попробуем. То есть если бы мы оба были бы не из музыки, тогда мы бы и, может быть, и не отдали бы ребенка на музыку. Ну, тут опять же вопрос. У меня вот, допустим, в семье не было музыканта. Это надо как-то, знаешь, вот, должно быть какое-то стечение обстоятельств, или человек должен полюбить с первого взгляда, как говорится. Вот такое произошло со мной. Я сразу влюбился в гитару и все. Ну, мне кажется, у вас какой-то исключительный случай, мне кажется, потому что у вас, в принципе, и уровень музыканта другой, но не среднестатистический получается. Нет, тут вопрос не в том, что специфически. Просто я больше ничего не умел делать в своей жизни. У меня не было выбора. Видишь, он заниматься начал стройкой. Ты что-нибудь начнешь делать, пальцы ломаешь.
Ну да. И, может быть, оно и хорошо, что я как бы не из музыкальной семьи, потому что они могли бы меня направить в классическую музыку там, или какую-то еще другую. Может быть, я играл бы аккордеонистом, был бы. Но не был бы таким, как у нас сейчас есть аккордеонист. У нас есть сильная... Как? Есть, конечно, очень. Ну, вот и Гарик вот, Евпаторийский. Потом Сергей Рабкеримов, Московский. московский. Ну, сейчас чешский он, пражский. А вот он Машаллах. в Прагу уехал, он, получается, для крымских татар, он как воспринимается? Он как крымский татарин воспринимается или он как пражский крымский татарин воспринимается? У нас вообще Ну, ты понимаешь, какое дело отношение в у том, нас? что вот ты все время делаешь акцент, вот как они воспринимают. Он играет классику, Так, классические Да. образования. В основном там играет он классику. Но когда он играет свою народную традиционную, они тоже дуреют. но я не про это спрашиваю. Я спрашиваю про отношение нашего народа. Вот мы же как бы живем в Крыму. Вот вы же тоже в Крым возвращались в итоге. Вы же не уехали куда-то жить, где-то там дом построили. Ну, я думаю, что это не связано с тем, что там тяжело жить. Просто какое-то понимание Крыма было или как? Но это был патриотизм. Вот, я про это Любовь спрашиваю. к родине. Вот. То есть я поэтому думаю, если человек, допустим, поехал в Европу, ну, естественно, мы не можем его за это осуждать, мы не можем, ну, говорить, зачем ты, почему ты. Но люди же по каким-то причинам уезжают. И вот мы, крымские татары, к этому как должны относиться? Мы вот как должны воспринимать человека, который уехал куда-то, добился, возможно, каких-то высот, но он не в Крыму. Ну, обсуждать и осуждать его мы не имеем права никакого. Ты никогда не знаешь, что было там. Если человек начинает судить о другом, он уже в корне не прав. Ну, тут, наверное, не суждение, а отношение. Вот, если завтра, допустим, вот у нас немного крымских татар в Крыму, если завтра каждый будет цепляться за возможность поехать за лучшей жизнью, то получается у нас здесь вообще мало народу останется. Ну, у нас же много таких Но лучшей жизнью. деятельных. Ну, ты понимаешь, молодежь, они как-то должны... Ну, возьми таджиков, узбеков. Им тоже нелегко. Едут в Москву, работают. Ну, у них своя зарабатывают. страна есть. Нет. Да, но в стране там у них нету заработка. Им же жить надо. Но элита-то все равно там есть, которая на местах живет, работает. Ну, элита везде есть. И в Индии есть, она и в Африке есть элита. Но же не говоришь же о том, что все должны там сидеть возле элиты и ждать, когда элита им даст кушать. Не каждая элита тоже способна это сделать. Ну, если человек уехал, ну пусть едет, ради Бога. Ну, с надеждой, что он вернется. Ну, да, Всевышний знает, вернется. или нет. Пока мы будем ждать, жизнь-то тоже проходит Да. быстро. Поэтому осуждать нельзя. Да. В таком случае только удачи ему пожелать. Но все равно какая-то надежда должна быть, что он вернется. Но все-таки Крым, мне кажется, будет лучше, если у нас будут эти люди, которые видели большую землю, они вернутся с каким-то Люди опытом. по разным причинам уезжают. Да, причины разные есть. Может быть, тот же bizim adamlardan ему подляну такую сделал, что он не хочет никого смотреть. Да, Ты же не знаешь. да. А он это не хочет всем рассказывать. А его все осуждают. Вот, уехал с Крыма, всех бросил, оставил. Я понимаю. Не, ну это глупо осуждать. Да, Это может осуждать его жена, Близкие, дети, близкие, да. близкие там. Но это их дело, проблемы семейные. Но ты это посторонний человек. По-любому. Да. Поэтому
чтобы, если человек уехал, добился успеха, мы будем гордиться им по-любому, где бы он ни находился. А если он вернется, мне приятно, и вернется просто не с пустыми руками. Со щитом, да? А не на щите. Почему щитом? Он будет с идеями. Он здесь что-нибудь сделает такую экономику. Но он же вернется уже все равно с опытом, да? Он же увидел другую страну, как должно будет работать все это, как там на каком-то уровне поставлена работа. Ты понимаешь, вот все дело в том, что, к сожалению, есть и в Крыму, и в Украине, и в России, есть где места, где Швейцария отдыхает. Эти люди уже были, видели как, но у них есть деньги, они построили. То есть то, что сейчас, когда в то время ездил туда, эти супермаркеты, все здесь было. Все, что там есть, все здесь есть. И у тебя нет ни проблем, хочешь, деньги есть, и купи Майбах, тебе привезут домой, поставят. Сервис работает, все работает. Но у кого денег нет, ему что, сидеть, ждать, когда кто-то ему деньги принесет. Здесь в Крыму какой заработок? Туризм. А сейчас этот коронавирус, все, просто не знаешь, что делать. С одной стороны, это хорошо, что как бы сюда будут много ехать, а с другой стороны, говорят, они вот это же эпидемия здесь. Ну, каждая семья здесь будет хоронить своих близких, а вам согласен. А вы вообще как относитесь к этой эпидемии? Ну, вы согласны с ним, что это все это есть, что это не выдумка? Вы на какой стороне? Я думаю, что это не выдумка, но какая-то эпидемия, говорят, что на нее нету лекарств. То есть пандемия, она и называется. Почему? Потому что не знают, как с ней бороться. Но зачем бороться, если тогда ничего у тебя нет? Это вот, знаете, как выживает сильнейший. Ну да. То есть кого крепкий, здоровый. У него дети будут здоровые. Естественный отбор А получается. если человек умер, мало ли что, люди умирают и по глупости, кирпич на глупость или еще что-то. От любой болячки можно умереть. Но самое страшное в том, что вот этот коронавирус страшен не своей эпидемией, своими бактериями, а он страшен тем, что все работает на коронавирус, но ни на какие другие болезни не работают. Люди умирают от сердечного приступа, Да. люди умирают от язвы желудка, от прободения, аппендицита, потому что им не оказывают помощь. Да. Вот в чем трагедия этого коронавируса. И в том, что она такая страшная, я в это не верю. Лично я не верю. Она, да, страшная, но чтобы настолько из нее делать такой бренд, я извините. Но вторичные у нее, получается, последствия намного страшнее, чем вот первичное, о чем говорят, да, конкретно. Поживем, увидим. А вы вообще, вы же человек, получается, музыкант, получается, вы в первой линии пострадавших, да, вообще от этого, от закрытия площадок, от всего этого? Что делать? Ну, как вообще пережили? Я думаю, что сейчас, если не в том, радость в том, что если у тебя нет работы, но зато ты не болеешь. Вот радость. Ну да. А что толку от работы? Пошел, заработал кучу денег и умер на следующий день. Что это? Ну, чуть пожил. А вы как вообще вот это вот пережили коронавирус? Вы дома были? Как сказать тебе? Ездил и в Москву ездил периодически. Так границы же закрыты были, вроде как там все позакрывали. Не закрывали, почему нет? Можно было передвигаться спокойно? Нет, надо было пропуск выписывать. Интернет. Нет, я... Ну, я понял, я просто думал, другой пропуск имели. У меня палец чешется. Инара, хотелось бы, спросить у вас про серьезную тему. Я не знаю, захотите ли вы рассказывать. Вот у вас последние 1,5 года, они были тяжелыми в вашей жизни.
Вы можете про это что-то рассказать? Что с вами происходило вообще, как вы были? У меня в жизни не было тяжелых. У меня были хорошие друзья. Есть. Дай Бог им здоровья. Поэтому у меня тяжелых дней нет. Ну, скажем так, тяжелые дни в каком смысле? Когда есть какая-то неопределенность, когда есть там какие-то заботы, проблемы, там со здоровьем вопросы. Ну, скажи мне, пожалуйста, у кого нет проблем? Назови мне человека, у которого нет проблем. У всех проблемы есть. Но надо радоваться, что ты сегодня встал, а кого-то похоронили, видишь? Ты должен об этом думать. Ты больной, может быть, у тебя что-то там болит, и это денег нету. Но у тебя руки, ты можешь двигаться. А люди, которые прикованы к постели, это страшно. И вся семья вокруг этой проблемы. Это отсутствие работы, денег, отсутствие возможности куда-то поехать, потому что близкий, родной человек рядом лежит и ждет помощи. Вот в чем трагедия. То, что мы какие-то болячки там, оно все пройдет. Или не пройдет, но все равно на сегодняшний день надо просто благодарить Аллаха, что ты жив, твои родные, близкие, друзья живы рядом. Ну и стараться, чтобы дуа читать за близких. Водку не жрать. Больше думать о том, что твоя жизнь была кому-то полезна. Твоя деятельность. А вот эта вот полезность жизни, вы какой период, когда вообще начали задумываться о своей, цели в жизни, вот о своей миссии? У вас есть такие мысли у вас были? То есть, я не хочу сказать, что это смысл жизни, а вообще вот о полезности вы задумывались? О полезности, я хоть на финик свою полезность использовал. Я записал диски. Хорошие, плохие, они останутся в памяти. То есть... все, что я смог сделать. Вы так говорите, как будто вы обращаетесь. Вы еще можете много чего сделать. Нет, ты говоришь про миссию. Оглядываясь, назад. Да, я, конечно, хочу больше сделать, но тут уже я готов делать дальше, двигаться, но это все сверху, как получится. Но главное не опускаться, главное, чтобы ты всегда при всем оставался человеком. Всегда имел свое собственное достоинство. Не жаловаться, не осуждать. И гордиться тем, что у тебя есть вокруг ребята, друзья, которые могут тебе помочь, подставить спину, то есть плечо. Плечо, да. Вот. И пожелать то же самое, чтобы я был полезен и им. Кроме своей профессии, конечно, тут уже более. Если это будет на пользу, только я скажу так, моя цель достигнута. Но это я уже не буду знать. Все равно у вас же ощущение все равно есть, что вы оставите после себя что-то. Наследие же у вас есть? 5 внуков. Как минимум. То есть эти внуки, как минимум, надеюсь. Да, эти внуки, они все равно будут говорить, вот ваш дедушка, вот он играл, вот смотрите фотографии. У вас же огромное количество всего этого материала. Да, кстати, мы должны этот архив. Кстати, да. Да, это мы не для камеры. Я же как в компьютере, как орел летаю вот так. А вы думаете? Все области сложные. Молодежь у вас более такой, знаете, вы более такие акселеры, у вас
Ну, акселератор, скажем так. это все по областям. Это, Ну, по то есть областям кому не нравятся важно, компьютеры, да. Так, что-то хотел спросить, узнать. Вот про планы вообще. Вот, ну, как бы не хотелось бы спрашивать, типа, какие у вас творческие планы, вот такое, чтобы такое плоско. Вообще у вас есть какое-то желание, какое-то видение, понимание и того, к чему вы двигаетесь? Может быть, какие-то новые планы у вас есть? Что вот, как вот у вас? Знаете, творчество еще зависит от среды, в которой ты находишься. Когда есть гарантия спокойствия, стабильности, когда есть уверенность в завтрашнем дне, не для себя только, а для всех окружающих. Как Джилил говорит. Уже. Паша, как я? Неправильно? Все правильно, все Правильно, правильно, все правильно. Он просто пытается переварить все, что услышит, поэтому. Вначале он сказал же, про свадьбу мы завели речь. Да. Это Бухалова. А я даже уверен, что еще и наркомания есть. Да и табакокурение, я думаю, тоже присутствует. Поэтому, как так мы можем развиваться? никак. Я сам знаю, я тоже грешный. Я пил когда очень много тоже. Молодежь, никто же нам не упрекал. Ну и, во-первых, глупости не совершали-то. Понятное дело, что люди разные, на каждого по-своему это алкоголь. Но в общем он должен быть запрещен. Была культура выпивания какая-то, да, наверное. Все, наверное, пили вокруг, и на это никто внимания толком не обращал. А я вот не пью, и я себя прекрасно чувствую. Мне даже более концентрированный, более музыки, концерт выходишь, у тебя все четко. Кстати, вот насчет планов, вы не сказали, вот что-то есть, что-то снимать, что-то делать, может какие-то новые композиции, может какие-то общения. Есть у меня какое-то. сейчас план альбом записать в новом каком-то варианте, вот не тэппингом, а вот именно смесь тэппинга и такого народного стиля. Такой, чтобы... То есть это будет что-то новое? Как Нескафе. Три в одном. Там, мне потому что сразу мелодия, там же дудка, да, была, заглавная мелодия у Нескафе. То есть, получается, у вас какой-то новый продукт будет, да, вы планируете? А вы это планируете с кем-то сделать? Или... Это будет, возможно, и с кем-то, возможно, какое-то произведение сам, какие-то будут приглашены. И это вы ориентируете не на внутренний рынок, а вообще на весь рынок, да? А как это можно понимать? На внутренний рынок и на внешний? Вы же примерно... У музыки не бывает границ. Да, сейчас уже да. И раньше, особенно в эпоху интернета. Да. Ты даже не успеешь диск выпустить, а уже может продаваться. Обычно так и бывает. Обычно так и бывает. Так и есть. Да. Оно не бывает, оно так и есть. Да. Пока какая-нибудь крупная фирма не зацепит, если крупная фирма, то у них агенты все четко работают. Кто-то начал там плагиатством заниматься, фальшивкой. Тех сразу Прикрываем. У них есть все рычаги для того, чтобы их... Потому что деньги у них есть, большие компании, они от этого убытки тоже терпят. То есть они борются с этим. Но с интернетом не поборешься сейчас. Потому что копируют просто уже запросто. В любом качестве. А вы с каким-то лейблом сотрудничаете вообще? Лейбл это громко? Лейбл у меня в основном мой был. Но был лейбл там австрийский, да? Германский лейбл. А так, это было давно, и там кидалы были. Поэтому... Как в музыкальной среде, не без этого? Вроде бы Германия, да, а кидалы тоже есть везде. Так что идеализировать тоже. Европа не стоит. Но можно сказать так. Почему? Потому что
Я сейчас кушаю или разговариваю, это не эстетично. Ну, мы какую-нибудь фоновую музыку какую-нибудь поставим, пока вы... Энверага, например. Краймен Girl. Привычка, когда дома кушаю, с женой мы можем разговаривать как-то. Но вы же, наверное, уже понимаете друг друга и без этих слов, скажем так. Ну, когда понимаем, когда нет. Просто в Европе есть одна очень... Ну, она, наверное, благодаря этому у них и дороги хорошие. Благодаря чему? Ну, я был у моего друга Саши, он ферганский, сам немец, он там живет. Я как-то у него гостил. И вот он, когда к нему домой приезжали, ну, после так прогулки, он так в свою почту заглядывает. Писем счастья сегодня нет. Штрафы? Ну, штрафы там за свет, за налоги, за все, будур. У него накапливается очень много. О, да сегодня отдыхаем, сегодня ничего не надо платить. Да. А там много очень денег всего. А со стороны Зарплата кажется, да? вроде позволяет, ну, там тоже разные зарплаты и разные возможности. Ну, то есть, все как бы, ну, у нас зато можно на работу не пойти. А у них нельзя. Плов сделать. И посидеть все вместе, а потом пойти. Ну вот, поэтому и дороги плохие. Ну зато ты плов поел. Ну так образно. Это получается, человек счастливее получается у нас, чем там? Мне кажется, если бы не было войн, то мы были бы самые счастливые. У нас же войны часто бывают. В Европе-то тихо все. За исключением забастовок. Ну, это такое. Ну, а у нас, ну, сами знаете, что там. У нас- Начиная с Афгана, я не знаю, да, это при нашей жизни. Да, там да, всё. да. Так что все в жизни относительно, поэтому поговорка есть же везде хорошо, где нас нет, это в общем-то. Я же вас, ну, у вас не просто так спросил насчет опыта, которого вы видели за границей. То есть, мне кажется, нам, местным людям, нашим, обычным, кто не путешествует, кто ведет такую среднюю, может быть, где-то тяжелую местами жизнь, мне кажется, нужно им просто объяснять и говорить, что ну, вот это вот условная заграница, но это не решение всех проблем, это не какой-то там рай, куда нужен, ты просто попал, ты просто вырвался. Но люди как, очень поверхностно судят, они поехали в Турцию, их там обслужили, и они думают, что все, в Турции жизнь. Погуляли по центру Стамбула. Погуляли по центру, съели вот эту вот штучку, как она называется? Семит. Семит. И счастье, прям счастье. Нет, конечно. А другая... Для них, Да. для многих иностранцев приехать сюда, отдохнуть, для них тоже это счастье считается. У нас здесь вот это, мне кажется, понимание нужно людям как-то объяснять и прививать, что если ты сегодня здесь несчастлив, ты нигде не будешь счастлив. То есть, ну, ты же себя туда несешь, ты же туда обновленным не пересекаешь границу. Ты такой же, как ты вчера, вот сегодня проснулся, ты такой же в Турции и оказался. То есть проблема получается в тебе. Ну, в общем-то, да. А вы в Турции были? Был. Извините за пошлый вопрос. Много раз. А что вот, такой маленький вопрос, что вот в Турции, это же получается как зеркало, да, наше, вот как вот в реку смотреть и отражение свое немножко видеть. Вот в Турции что? Нет, у них... Всё другое? Нет, ну все другое ты тоже. Ну, все другое это можно и к Америке отнести. И, ну, во-первых, язык нам более-менее понятен. Там, нам как туристам пообщаться, там, не потеряться можно. Не потеряться. Ну, во-вторых, там очень музыкальная страна. Это с достатком связано? Ну, я бы не сказал, что они все в достатке живут, музыканты. Но они гениальные музыканты. Фольклор, они все свои фольклорные вещи очень хорошо знают. У них очень богатая музыка. Ее много. И очень много музыкантов, исполнителей. И практически там каждый там
Музыкант турок минимум на 3 инструментах играет. Профессионально. Это культура. Это круто. Но получается, если на государственном уровне созданы такие условия благоприятные для культуры, она расцветает. Так же получается. Государство есть Нет, вообще. ну там изначально. государство, если это не равняет. Да, Да. даже не то, что поддержка. Там государство и сами руководители там тоже музыканты есть. Мгм. Актеры есть. И все это. Там, понимаешь, если ты хороший музыкант, классный, ты поднимешься. Тебя поднимут. А если здесь хороший, то не факт. Ну, именно в Крыму, Ну, мы ж я думаю, да, не факт. Ну, Крым это не государство же, это часть государства. Мгм. Это область раньше была. Мгм. Ну, там за 2-3 миллиона говорить как о государстве, это только Мозамбик, наверное, там остров, там где-то такой может быть. Пальма де Майорки, то она не государство. Я вот к чему я это говорю? Ну, и они играют. Вот даже у меня знакомый один, он говорит, ты знаешь, говорит, я, говорит, свои песни, говорит, поехал в Турцию, нанял оркестр, сказал, вот заплатил деньги. Немного, по его меркам, небольшие деньги, которые я бы заплатил на Западе. Мгм. Вот этот оркестр, говорит, меня с первого дубля все сыграл. Это уровень, получается, музыкальный высокий. Все, что я им показал, все они сыграли. С первого дубля. Записал альбом, говорит. Вот это уровень. Хотя, я скажу, вот, в Анталии там меня познакомили, ну, нужно было познакомиться с одним фольклористом. Он играл на тамбуре. Великолепно играет. И вот мы с ним встретились в чайхане, так по-ихнему, как Лаканта. Мгм. В ресторане там посидели, пообщались. Он работает на 3 местах. Фольклорный театр. Преподает, играет в одном, еще и в другом. То есть музыкальное разнообразие получается, да? Применение Да. музыкального Он таланта. по этим отелям не ездит, в ресторанах не играет. Мгм. Чисто у них работа. Как вот здесь вот ансамбль Крым поехал, там концерт Да, дал, там да, концерт. да. Но у него еще какая-то своя работа, еще он преподавает. Вот он говорит, я говорю, сколько получил? Вот он мне сказал, в лирах это примерно $300 в месяц. Зарплата. Для Турции это же вообще мало. Ну вот так он живет. Ну и жена у него там 300 получает. Там. Это же как бы... Ну вот, видишь. А мы думаем здесь, что там... Ну это я как бы, да, не вопрос, там есть музыканты, которые многие деньги получают. Да. Но они как бы попали какой-то в круг, может быть, так же, и как и везде. Еще 2 слова вот хотел Да. про Сталика спросить, Ханкишева. Ну, его все знают, ну, многие знают его. И у него какое-то теплое отношение к крымско-татарскому народу. Он об этом не раз говорил, какие у него отношения с нашим народом. Вы вообще вот сами с ним как познакомились? Вот есть какая-то у вас короткая история? Вот, Знаешь, мы с ним на одной улице жили. ну, начинается. Он живет среди татар. Да, он рассказывал про это у себя. Но отношения у нас такие дружественные начались. Ну, в Фергане мы так особо не контачились. Ну, друг друга знали, там, встречались, там, ну, селям, там, чуть поговорили, так, уходили. А по-настоящему уже мы здесь с ним познакомились, уже ближе стали. Уже когда оба достигли каких-то вот этих, да, Ну, высот не скажу, но какие-то достижения какие-то уже были. стали уже на таком уровне, дай Бог ему здоровья. Да. Аллах, ну, смелый парень.
честно говоря, он грамотный, он музыкальный человек тоже сам по себе. У него талант на все есть. Вот кухня у него самый такой вот популярный. У него 1,5 миллиона, по-моему, подписчиков. Ну, да, то есть... Это уже показатель. Да, это показатель. Да. Так что основная, может, гитару давайте зафиналим какую-то тему. Мы не уходим, вы сможете сыграть или не Нет, сможете? нет. Ну что такое? Да. Ну, я сегодня Давайте не готов. какую-нибудь легкую мелодию. Я же вот полегче возьму. Давайте. Ладно, Что вам проще будет? Что-нибудь услышите, Надя, она же не подключена. Ну, давайте чуть-чуть петличку. Вот все, вы вот так петличку не закрываете, и все, и нормально. Она услышит. Можно начинать? Конечно. Так, закройте двери, чтобы посторонние не заходили. Там все закрыто. Так, нет, что вам всегда было? Тым-тым, наверное, да? Давайте. Раз мыз-мыз, значит тым-тым. Ну, давайте. Саунс Кельгеновичу. Все, на этом можно завершать. Всем здоровья, Аллах сау берсин. Живите счастливо, богато. Дружите, делайте добро и никогда не унывайте. Смотрите на все с пониманием.